В этом году Минфин внедрил в стране абсолютно новый проект – банковское сопровождение контрактов. Он применяется в сфере государственных закупок и обеспечивает целевое использование государственных средств, а также минимизирует финансовые и налоговые риски закупающих организаций. Создана рабочая группа. Данная рабочая группа проводит соответствующую работу по упрощению процедур банковского сопровождения и минимизацию рисков как для закупающих организаций, так и для поставщиков-подрядчиков. И на данный момент уже часть вопросов и проблем были проработаны, решены. По этой системе 3 уполномоченных банка – РСК Банк, Айыл-банк и Керемет-банк – обучили персонал в своих территориальных филиалах, плюс официально закрепили ответственных сотрудников, работающих по данному проекту. У нас 54 отделения по всей республике, включая головной офис. Мы проводили обучение и в онлайн-формате на стадии начала проекта. И сейчас уже, когда проект работает в полную силу, мы провели офлайн обучение по всем нашим филиалам. Там принимали участие не только наши сотрудники, а вместе с нами принимали участие наши партнеры по БСК. Это государственные организации, закупающие компании, и подрядные организации, поставщики. На сегодняшний день с применением БСК завершен 41 контракт. Акционерное общество РСК Банк – 8 контрактов в сумме 26 миллионов 900 тысяч сомов. Акционерное общество Айыл-банк – 9 контрактов в сумме 56 миллионов 600 тысяч сомов. Акционерное общество Керемет-банк – 24 контракта в сумме 148 миллионов 700 тысяч сомов. Завершенные контракты были исполнены по следующим сферам: поставка продуктов питания, капитальный ремонт зданий и сооружений, строительство и ремонт дорог, тротуаров, устройство парковых зон, поставка медицинского оборудования, протезов и не только. Недавно Ассоциация строителей обратилась к руководству страны. Они рассказали, что с момента внедрения проекта испытывают трудности из-за бюрократии при заключении договоров. По мнению представителей ассоциации, некоторые документы требуются необоснованно. Из-за этого строительство крупных объектов социального и коммерческого назначения постройки задерживаются. В Минфине ответили, что это делается для достижения баланса между интересами государства, бизнеса и общества. Давайте я приведу пример. Если объект стоит 50 миллионов сомов, а его строят за 100 миллионов сомов, то понятно, что за те же самые деньги можно было построить 2 объекта. Или же наоборот, обратный пример. Когда объект стоит 100 миллионов сомов, но его строят за 50 миллионов сомов, тогда подрядчик просто вынужден искать какие-то другие способы реализации, и при этом он будет задействовать другие объекты, другие проекты, что будет негативно сказываться как на качестве реализуемого проекта, также и будет влиять на долгострой. Отметим, что Минфин дважды в месяц проводит для закупающих организаций и поставщиков семинары. Обучение в офлайн-формате прошли 1400 специалистов, в онлайн-формате 770 слушателей. Помимо этого организуются выездные семинары в областных центрах. Альбина Айбекова, Джашилов Исаков, ЛТР, Бишкек.